Ряд стран Центральной Азии дают понять, что могут присоединиться к западным санкциям против России, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, передает ТАСС. О каких странах идет речь, он не уточнил. Несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии, тем не менее, не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам, сказал замминистра на Центральноазиатской конференции клуба «Валдай». Галузин утверждает, что Россия никому не диктует, какого курса придерживаться, если это не идет вразрез с взаимными обязательствами, в том числе по ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Мы уверены, что в центральноазиатских столицах это хорошо видят и понимают. Искусственное разрушение связи с Россией способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от пресловутых вторичных санкций, добавил он. Напомним, что на днях официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США могут ввести против Грузии санкции, если та согласится возобновить авиасообщение с Россией. А в марте этого года в Европейском Союзе сделали заявление о том, что готовятся принять меры в отношении ряда стран Центральной Азии из-за организации параллельного импорта, который частично нейтрализует действие санкций против России. Кроме того, было заявлено также и то, что многие из ввозимых через Центральную Азию в Россию товаров содержат компоненты двойного назначения. Микрочипы для стиральных машин и холодильников могут быть использованы Россией для производства, ремонта и модернизации ее военной техники и беспилотников. Мы должны подать четкий сигнал физическим и юридическим лицам в третьих странах. Оказание материальной поддержки российским вооруженным силам и оборонно-промышленному комплексу будут иметь серьезные последствия, которые отразятся на их доступе к рынку ЕС, говорилось в тексте документа. Regarding third countries that buy directly in the European Union and then potentially deliver sanctioned goods to Russia. Here too the discussion is, and it's basically a warning that we're serious about our sanction, that we could ban these goods from going to that third country if there is clear evidence that this is a circumvention of sanctions and deliveries to Russia.